Добрый вечер. С наступающим вас Новым годом, с новым счастьем и Рождеством тоже. Ну а о том, как горожане готовятся к этим праздникам, сегодняшний наш рассказ. Ну, правда, начнем мы, как всегда, с рассказа о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Вчера в Якутске в эксплуатацию был сдан последний в этом году муниципальный жилой дом. Трехэтажный благоустроенный дом находится в 16-м квартале. Дом этот, кстати сказать, построен как обычно, без отделки. Ну и времени в предстоящие каникулы будет достаточно для работы в нем. Ну да, наверное, тем более, что это, в общем-то, и приятные хлопоты. Тем временем работники противопожарной службы Якутии проводят эти дни в приятных хлопотах. Служба отмечает 189-ю годовщину со дня основания. Первая пожарная команда появилась в Якутске. Хотя и сегодня такие команды существуют только в крупных населенных пунктах, служба в целом справляется с задачей защиты населения и экономики республики. Наверное, не случайно, что эта служба возникла именно в предновогодние праздники. Как и сегодня, эти дни самые опасные в пожарном отношении. Ну да, совершенно верно. Ведь сейчас вот только после своего дня рождения, что называется, противопожарная служба отойдут от праздника и сразу же будет переведена в режим повышенной готовности. Чего не скажешь об общественном транспорте. По сообщению мэрии Якутска, в новогодние каникулы в несколько раз будут увеличены интервалы движения автобусов. Частные автобусы на всех городских маршрутах будут курсировать в первой половине дня с интервалом 25-30 минут, во второй половине дня 20-25 минут. С 5 января интервал сократится на 5-10 минут. С 9 января в первый рабочий день все войдет в нормальное русло. Ну, наверное, будет не лишним напомнить еще и о повышении тарифов. Да, стоимость проезда теперь в городском транспорте увеличится до 10 рублей. Ну и вот единственное, что хорошее в этой новости, что она все-таки вот этот рост самый минимальный из тех, что ожидает нас с 1 января. Единственное, что у нас сейчас стабильно, это погода. И несколько слов о ней в предстоящие дни. Якутянам в этом году грех жаловаться на зиму. Буквально пару раз столбик термометра опускался ниже отметки в 40 градусов. И что же нас ждет дальше? По данным Московского метеобюро, завтра температура будет колебаться от 39 до 47 градусов, а в предновогоднее воскресенье от 36 до 46 градусов. Но и все-таки хотелось бы, чтобы было потеплее. Ну и это неплохо. Архивы гидрометеорологов свидетельствуют, что температура находится в обычном режиме. А что ж тогда экстремальное? А вот что. 30 декабря самая низкая температура воздуха в Якутске была зарегистрирована в 1950 году, минус 57,2 градуса. А теплее всего было в 1936 году, минус 19,6 градуса. В новогоднюю ночь холоднее всего было в 1911 году, тогда столбик термометра опустился до отметки минус 59,8 градуса. А самая теплая новогодняя ночь в Якутске была 31 декабря 1988 года. Тогда температура составила минус 17,6 градуса. Увы, но этот Новый год мы будем все-таки встречать в более жестких условиях. Да, повторю, при минус 46 градусах. Ну, одно радует, все-таки треть зимы мы уже прожили. И все-таки встретить Новый год даже при минус 46 градусах на свободе лучше, чем за решеткой. А такое развитие событий не исключено для фальшивомонетчиков, я имею в виду Нерюнгри. Накануне здесь было выявлено несколько вбросов поддельных 1000-рублевых купюр. Первую фальшивку выловили в отделении Сбербанка. Вечером такая же поддельная банкнота всплыла в другом банке. А затем сразу 9 купюр обнаружила кассир расчетно-кассового центра. Если вас заинтересовала эта информация, я называю серией выявленных поддельных 1000-рублевых купюр ВБ и СЯ. У меня все в этом году. С наступающим Новым годом и Рождеством! Пока взрослые в хлопотах готовятся к празднику, у ребятишек Якутска каникулы, праздник уже в разгаре. И, как всегда, они скрупулезно подсчитывают количество полученных подарков. Но открытие главной елки Якутска подарок, конечно же, всеобщий. Ну, пока на площади только еще готовятся, давайте побываем там, где праздник уже идет. В районе мелкооптового магазина новый 2007 год в новых квартирах встретит 169 семей работников культуры, здравоохранения и образования. Это важно, но не менее важно и то, что заплатят они за свое новое жилье в 2 раза меньше, чем если бы купили квартиры без участия столичной администрации. Ну, хотя понятно, что без этого участия они бы никогда не купили эти квартиры. Если в этом году мы планировали и пустим, как бы ни было тяжело, квартиры и семьи отметят новоселье 159 семей наших городских бюджетников, то на следующий год мы уже планируем более 500.
это для того, чтобы все-таки, это несмотря ни на какие другие программы, республиканские, федеральные, чисто за счет городского бюджета. И я думаю, что в этом доме, во-первых, будет счастье, тепло самое главное, будут рождаться дети, будет счастье. Еще раз с новосельем и с наступающим вас Новым годом. Спасибо. Семьями дружить, домового пригласите, мягкой булкой угостите. Илья Филиппович, вот моя квартира будущая. Да, пойдемте посмотрим. Пожалуйста. Моя дочь самая младшенькая. Да? Как тебя Студентка зовут? первого курса. Кристина? Ну, так будет здесь отдельная комната? Да, вот ее будет отдельная комната. Вы в который раз получаете квартиру? Первый раз. В нашей школе в этом году, вот в этом микрорайоне, получит еще 7 моих коллег. Я этому очень рада и счастлива от того, что вот действительно, ну, постараемся к Новому году хотя бы вот обязательно здесь, обязательно поднимем бокал шампанского за Новый год, за новоселье. И действительно, я думаю, что такая примета есть. В каком доме встретишь, так праздник он пойдет дальше. Спасибо большое всем строителям. Как жизнь молодая? Хорошо, что ли? Ну, слава богу. Что, на елку собираетесь? Да, правда, что ли? Вы какие нарядные там. Здравствуйте, ребята! А ты кто? С наступающим вас Новым годом! Мы от Дедушки Мороза к вам пришли. Светлана Митрофановна, вас поздравляем с Новым годом. Так, это вот торт. Подарочки вы ждете от Деда Мороза? Вот ехали, представляете, Дед Мороз ходит и ищет, найти вас не может. Дедушка, что случилось, спрашиваю. А он говорит, где же тут большая такая семья живет? Я говорю, ну ладно, вам же нужно к другим деткам. Тогда, говорю, мы возьмем ваши подарочки и отнесем. Новогодний костюм даже есть. Это мы вчера все ездили. Ездили куда? Они всем классом ездили в цирк с учителями, с классами. И дворец детства. Это костюм тут для этого случая сшит, Да, все у всех. Некоторые не одели, уже надоели. 3 уже. Вот 4-й подарок. Ух ты, уже так много? Да. И в школу этот Ясно. брали. А у тебя что за костюм-то? Человек-паук. Человек-паук? Да. А, ясно. Ну а девочки у нас тут кто? Юля. Юля. Ты тоже в школе учишься, нет? Учится. Учится? В каком классе? В первом? Нет. Подготовка. Чай будем пить? Кто у вас сегодня хозяйничает на кухне? Кто на стол будет накрывать? Это семерка из второго набора, а первая четверка выпускников, ну так сами смеются, Петр и Светлана, уже обзавелись собственными семьями и народили приемным родителям 3 внуков. Семья получила статус приемной, а значит и помощь от государства только 3 года назад. А до этого больше 10 лет благотворительности были личным делом Петра и Светланы Тарабокиных. Но дети об этом ничего пока не знают, и зовут их мамой и папой. С нами прилетел на новогоднюю елку Дед Мороз. Давайте позовем его все вместе. Дед Мороз! Дед Мороз! С Новым годом вас, детишки! Будьте счастливы! Давайте пожелаем друг другу